У нас в Уфе много исторических зданий. Например, здесь жил Мажит Гуфури, и это сейчас музей. Здание было построено в 60-е годы 19 века одним купцом. Дом Мажиту Гуфури подарили в связи с присвоением ему звания народного поэта Башкирии. Писатель и его семья жили с квартирантами, но соседи не мешали друг другу, у каждого был свой вход. На улице у них был сарай, корова, яблони и груши. Жили в центре города, но прям как в настоящей деревне. Несмотря на огромную площадь дома, писатель с семьей жил всего в 3 комнатах. Дом полностью отреставрирован и имеет архитектуру 19 века. Даже двери – точная копия. Музеи берегут все, что сохранилось. Раньше в доме стояло 7 печей, но они были большие, и их убрали. На полу палас-дубликат. Оригинал весил 17 килограмм. Из этого самовара пил сам Мажит Гуфури. Вот кухонный сервант, прям как у моей бабушки. Это их спальня. Хоть и ремонт делали несколько раз, узоры сохранились прежние. Так интересно, умывальник посреди спальни. Он из белого мрамора, наверняка тяжеленный. Эту рубашку писателю шила его жена, она была большой рукодельницей. Этим салфеткам больше 100 лет. В настоящее время проводят мастер-классы Зухры Ханум. Там можно увидеть ее работы. Поэт несколько раз отдыхал в Крыму. Эти сувениры он привез с юга. Это его трость. Приходилось постоянно ходить с палкой, так как Мажит Гуфури прихрамывал. Это главная комната этого дома. Здесь писатель принимал гостей. Кстати, это его сервиз. Вот и самое шумное место дома – гостиная. Первое, что бросается в глаза – фортепиано Дидерихс, которое подарили еще в 1923 году. А оно до сих пор в рабочем состоянии. На нем играли жена, сын и композиторы, с которыми он дружил. Я бы тоже сыграла, но вот жаль, не умею. В таких скромных условиях жил и творил классик башкирской литературы. Как вы знаете, я постоянная участница программы «Литра», и мне было очень интересно узнать, где Мажит Гуфури создавал свои шедевры. Вот его кабинет. Такая атмосфера меня вдохновляет. Сразу хочется взять чернила, перо и начать творить. В остальных 4 залах размещена документальная экспозиция, рассказывающая о жизни и творчестве поэта. Стенд, где говорится о семье писателя и о его образовании. Эти костюмы использовались для одной из постановок по произведению Мажита Гуфури. Это театральные афиши, повествующие о спектаклях. Картины, рукописи, книги – все это завораживает, ведь именно в этом доме были созданы выдающиеся произведения. Возможно, сидя за этим столом, Мажит Гуфури написал повесть «Черноликие». Дарья Шепелева, Рамазан Мусин специально для Горы новостей.